Ужесточились эпидмеры и в аэропорту Магаз. Там сейчас состояние граждан проверяют с помощью тепловизора. При обнаружении ярких симптомов ковида человека отводят в медпункт. Минздрав Ингушетии, кстати, накануне предложил обязать всех пассажиров самолетов и других видов транспорта, прибывающих в регион, предъявлять ПЦР-тест или сведения о прохождении вакцинации. Раскроет эту тему Диана Дударова. И аэропорты уже не те. Если раньше обязательными атрибутами аэровокзала были чемоданы и сумки, то сейчас к ним прибавились и средства индивидуальной защиты. Впрочем, как и везде в период пандемии. Зоны вылета, ожидания, прилета, зал регистрации. Масочный режим необходимо соблюдать везде. Без маски дальше входа не пустят. Маски. Забыл – купи. Не отходя от металлоискателя, маски продаются у входа. Реализуют средства защиты и в магазинах аэропорта. Какую цену у вас маски? Одна цена. Статистика заболеваемости буквально за последние 2 недели в Ингушетии выросла в 4 раза. Региональный Роспотребнадзор связывает это с отпускным сезоном. Именно в это время на каникулы возвращаются домой студенты. Навестить родных, провести лето на родине с детьми приезжают иногородние жители. Посещают республику, конечно, и туристы. Из-за растущей цифры больных было принято решение усилить некоторые ковидные ограничения на территории аэропорта. Например, масочный режим нарушают, именно граждане, то это уже МВД протокол составляет на граждан. Если должностные лица там именно санитарные правила нарушают, тоже мы протокол составляем. Размер штрафа какой? Размер штрафа, там КоАП идет, статья 6.3, часть 2. Если граждане от 15 до 40 тысяч, должностные лица от 50 до 150 тысяч. Также юрлица, там от 200 тысяч идет. Или приостановка деятельности до 90 суток. Масочный режим обязателен, даже когда сходишь с трапа. Жесткие требования к пассажирам предъявляют и авиакомпании. Снимать маски запрещается во время всего полета. Наказание за отказ, снятие с рейса, штраф и даже административный арест. И такие крайние меры ради безопасности граждан. Риск заразиться самому и заразить и других на воздушном судне высок. Правда, привыкнуть к новым правилам не могут даже те, кто летает часто. На вопрос, тяжело ли преодолевать такие расстояния в маске, ответ у всех один. Конечно. Тяжело в маске лететь? Очень. А как, получается снимать или как? Нет. Во время полета? Не дают снимать. Вопрос соблюдения требований безопасности в период пандемии на территории аэропорта Магаз поднял глава Ингушетии на последнем заседании оперштаба. На встрече директор воздушного порта доложил о принятых мерах. Тепловизор стоят. Сейчас второй тепловизор будет установлен на входе в аэровокзал. Встречающих и провожающих, улетающих. А прилетающих пассажиров по рекомендации Роспотребнадзора с прошлой недели мы уже начали. Также Махмуд Али Калиматов поинтересовался последующими действиями в случае обнаружения пассажира с высокой температурой, признаками инфекции. Если явно проявляется факт, то он никуда в такси не уезжает. Значит, проходите, пожалуйста, и тогда там есть транспортная милиция. Есть сегодня представители или нет? Проинструктируйте специалистов своих, офицеров. Будь добр, пройди, вам помещение показывают, заходят, скорую вызываете и пусть едет. Второго тепловизора для встречающих и провожающих пока в аэропорту нет. Ну а как встречают прилетевших, наша съемочная группа наблюдала совместно с сотрудниками Роспотребнадзора. Работники аэровокзала настраивают тепловизоры. На этот раз проверяют пассажиров рейса Москва-Назрань авиакомпании «Победа». 40. Сотрудники Роспотребнадзора подключились, объяснили, по какому принципу работают тепловизоры и что означают высокие цифры на экране, которые иной раз превышают отметку 40. Люди идут с улицы, у нас солнце светит, и вещи, которые у них нагреты, они на них перепадают, он тоже ловит это. Потому что выше температуру он ловит. А так первым мы видим, что именно температура человека, сначала то, что показывает, она в пределах нормы.
Среди этих пассажиров пока не обнаружены граждане с высокой температурой, так как директор аэропорта в отпуске пообщались с начальником СОП. Работники рассказали о регулярной обработке хлоросодержащими средствами всех поверхностей, а весь персонал пользуется средствами индивидуальной защиты. Правда, на вопросы, кто именно работает с тепловизорами, измеряет температуру прибывшим пассажирам на территорию региона, привлекают ли для этих целей дополнительных работников, каким образом проводится инструктаж, ответа не получили. Как часто у вас меняются эти работники? Я не буду отвечать на этот вопрос. Кто именно у вас занимается этим? У нас этим занимается агент по мобильным пассажирам. Это у вас специально обученный персонал? Я не буду отвечать. В случае, если обнаружится пассажир с высокой температурой, с симптомами ковида, его отводят в медицинский пункт, где ему уже проводят тщательный осмотр. Измерить давление, температуру, проверить сатурацию может любой желающий пассажир, который почувствовал недомогание. Медицинский пункт аэропорта Магаз работает ежедневно с 8 утра до 19 вечера. Обследуют граждан медсестра и терапевт. Если же признаки коронавируса подтвердятся, пассажира изолирует. Это помещение с начала пандемии перепрофилировали из процедурного кабинета в ковидный изолятор. Здесь работает кварцевая лампа, регулярно проводит обработку. Далее вызывают скорую и пациента доставляют в инфекционное отделение Сунжинской ЦРБ. Правда, по словам медицинских работников аэропорта, такие случаи встречаются крайне редко. И это неудивительно. Болезнь коварная и непредсказуемая. Многие являются бессимптомными носителями ковида. Поэтому эксперты и призывают соблюдать санитарные меры не только ради себя, но и безопасности других. Диана Дударова, Магомед Белакиев. Новости 24.